Одна из актуальнейших задач современности – формирование у молодежи уважительного отношения к труду. Мы решили собрать материал о дневниках района и героях социалистического труда. Наша школа также участвует в республиканском проекте «Дневник трудов». Реализация проекта позволит повысить уровень студентов профессий среди подрастающих поколения и сформировать чувство гордости за трудовые подвиги своих земляков. Герои социалистического труда. Этого звания добивались единицы. Эти люди были самыми уважаемыми в городе, районе, стране. Они были отличными трудовиками, наставниками, воспитателями молодежи, новаторами, активными общественниками. Постоянное стремление к внедрению лучших форм и методов работы – отличительная черта этих героев. На них равнялись, с них брали пример, и мы гордимся, что в нашем районе есть герои социалистического труда. Мы поставили перед собой следующие цели: изучение жизнедеятельности земляков, внесших значительный вклад в развитие производства, культуры и науки края, формирование гармоничной развитой высокогражданной личности на основе воспитания и уважения к истории, культуре своего района, освоение учащихся духовных и культурных ценностей своей родины. Задача исследования вы можете быть уникальной. Герой социалистического труда в СССР – это почетное звание. Учреждено указом Президиума Верховного Совета от 27 декабря 1938 года. Присваивается лицам, которые особо выдающиеся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта, научных открытий, технических изобретений, содействовали подъему народного хозяйства, культуры, науки и росту могущества славы СССР. Героям социалистического труда вручается высшая награда СССР. Орден Ленина передается почетная грамота от Президиума Верховного Совета СССР. В целях особо отличить граждан и достойных этого звания указом Президиума Верховного Совета от 22 мая 1940 года учреждена золотая медаль «Церковь молот». Она вручается одновременно с орденом Ленина и почетной грамотой. Церковь молот СССР – эмблема советского государства, символизирующий мирный труд советских людей и нерушимый братский союз рабочих и крестьян. С августа 1991 года награждение не осуществляется. Всего звание Героя социалистического труда удостоен 20 605 человек. Из них уроженцев и жителей Чувашии более 70 человек. В Киевском районе 5. Это Лисогров Анатолий Александрович. В период работы в Чебоксарском заводе «Текстильмаш» Анатолий Александрович постоянно переполнял плановые задания, являлся талантливым наставником молодежи. За выдающиеся достижения в повышении производительности труда, досрочное выполнение плана производства и приемлемый трудовой героизм ему присвоено высокое звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Лукина Серафима Фадеевна. За время своей работы целятницы добилась хорошего развития и высоких прибылей животных. Серафима Фадеевна охотно давала свой богатый опыт животноводов республики, особенно молодежи. За достигнутые успехи в развитии животноводства ей присвоено звание Героя социалистического труда. Мария Зиновьевна Зиновьева. В республике она стала известна как мастер сельскохозяйственного производства и неутомимая труженица. За получение высоких урожаев зерновых культур ей присвоили звание Героя социалистического труда. Михаил Иванович Иванов. С самого начала трудовой деятельности трудился на стройках Чувашии. Бригада, руководимая Ивановым, ежегодно выполняла плановые задания, улучшая качество работы.